Исламские организации Индонезии, получающие финансовую помощь от Китая, хранят молчание по вопросу репрессий мусульман в Восточном Туркестане. По сообщениям Евроньюз, стипендии и различные расходы этих организаций финансирует Пекин. Безразличность Джакарты к происходящему в Восточном Туркестане подробно рассматривается в докладе Института анализа конфликтов. Сторонники уйгуров, прибывшие в Германию из Азербайджана, посетили информационный центр Восточного Туркестана. На конференции под названием «Нет несправедливости и свободы заключенным» был освещен вопрос Восточного Туркестана. Выступивший с речью руководитель гуманитарного союза Гольге Джавид Джеббарле поднял вопрос азербайджанских политзаключенных. В конце конференции глава информационного центра Абдуджалил Каракаш отметил, что на сегодняшний день тюрки как никогда нуждаются в единстве и солидарности. Для обращения внимания людей на беспредел китайских властей, проживающий в Голландии Абдурахим Гани, начиная с прошлого года ежедневно выходит на улицы Амстердама и проводит одиночные протесты. Гани рассказал, что большое количество турецких общественных организаций и простых уйгуров поддержали его. «Я очень рад вашей поддержке. Впредь буду стараться проводить еще больше подобных мероприятий. 3 августа я планирую провести протест в Париже», – сказал Абдурахим Гани. На одном из складов, принадлежащих армии Казахстана, произошла серия взрывов, после чего на складе начался пожар. На месте происшествия ведут работы службы ЧС и пожарные. По данным представителей здравоохранения, во время взрывов погиб по меньшей мере 1 и ранено свыше 40 человек. Министерство обороны сообщило, что для расследования данного происшествия создана специальная комиссия. Издание Indian Express, ссылаясь на правительственные источники, сообщило, что Индия отказалась от закупа израильских противотанковых ракетных установок на сумму $500 миллионов, договор о поставке которых был ранее оговорен. Такое решение правительство Индии приняло после того, как местное оборонное предприятие ДРДО убедило власти в том, что идентичное оружие можно произвести намного дешевле.